А вот такого наезда не ожидало правительство Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие претензии предъявили нашей стране. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Гулбедин Хекматияр, одиозный афганский политик, заявил, что, скорее всего, дроны залетают в страну со стороны Пакистана или Таджикистана. Вот уже в течение нескольких недель афганские СМИ сообщают о беспилотниках, летающих в небе Афганистана. Официальные представители Талибана говорят, что беспилотники эти из США, но спор идет больше о том, с территории какой страны они проникают в Афганистан. Гульбедин Хекматияр, который в основном поддерживает позицию талибов, сказал в ходе пятничной проповеди на прошлой неделе: есть лишь две возможные версии. Либо беспилотники входят в воздушное пространство Афганистана через Пакистан из Дахи, либо из Таджикистана. Местные СМИ 3 сентября сообщили, что беспилотник был замечен в афганской провинции Тахор, граничащей с Таджикистаном. 31 июля американские власти заявили, что в центре Кабула с помощью беспилотника был убит лидер запрещенной террористической организации Аль-Каида и Айман аз-Завахири. Тогда Забиула Муджахид, представитель правительства талибов, заявил, что в небе Афганистана все еще летают американские беспилотники. Он сказал, что Америка нарушает воздушное пространство Афганистана и что талибы выразили свой протест американцам. Как вы думаете, насколько возможно, что они взлетают с территории нашей страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее талибы критиковали только Пакистан за то, что он предоставляет воздушное пространство беспилотникам США. Теперь же Гульбедин Хекматияр, глава исламской партии Афганистана, упомянул также и Таджикистан. Хекматияр, который воевал против всех официальных правительств Кабула до 2020 года, был когда-то беженцем и скрывался на территории Таджикистана в конце 90-х годов прошлого века. Вот такие неблагодарные беженцы. После прихода к власти талибов он неоднократно критиковал Таджикистан за поддержку Фронта национального сопротивления. Он даже дважды заявил, что Таджикистан предоставил Фронту национального сопротивления при поддержке США базу в Фархоре. И поэтому, по его словам, Афганистан должен предоставить убежище политической оппозиции Таджикистана. Таджикские власти официально на его заявление никогда не реагировали. Талибы захватили Афганистан в августе 2021 года и назвали свое правительство Исламским Эмиратом Афганистан. Власти Таджикистана, в том числе лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон, раскритиковал созданное правительство и заявил, что таджики, которые составляют более 46% населения страны, должны быть достойно представлены в инклюзивном правительстве Афганистана. Вот уже прошло более года с момента объявления о новом правительстве, но еще ни одна страна официально не заявила о ее признании. Как вы относитесь к такой ситуации, к таким обвинениям? Стоит ли на них реагировать, или это просто пустой звон, который должен пройти мимо нашей страны, что в принципе и происходит? Свои ответы по поводу всей этой ситуации и ее накале напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!